Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии все больше семей пользуются возможностями электронных услуг, в том числе через портал государственных и муниципальных услуг. Наибольшей популярностью пользуется услуга управления ЗАГС – государственная регистрация рождения ребенка. Какие виды услуг можно получить через электронные? Об этом и не только. Гости студии сегодня Туяра Такасаева, первый заместитель руководителя управления записи актов гражданского состояния при правительстве Якутии. Туяра Револьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот какие основные итоги работы ЗАГС в первом полугодии этого года вы бы отметили? Мы считаем, что за первое полугодие мы достигли значительных успехов. Да? Ежегодно Министерство юстиции Российской Федерации утверждает целевые значения, которые мы должны исполнить за год. Это вот количественные показатели по регистрации актов гражданского состояния, по совершению юридически значимых действий, ну и, соответственно, качественные показатели, это значит отсутствие жалоб, обязательно, да, удовлетворенность населения нашими услугами. По итогам, первого полугодия мы зарегистрировали 16 370 актовых записей. Это, значит, по всем видам актов гражданского состояния, вот как вы сказали, рождение, смерти, заключение брака, расторжение. Ну и, соответственно, там у нас 7 видов: перемена имени, усыновление, удочерение, установление отцовства. В принципе, мы довольны своими показателями, да. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас идет в рост, значит, установление отцовства, перемена имени. Ну и как бы мы, в принципе, гордимся этим показателем, это снижение количества разводов. Вот. Ну и как бы мы отмечаем для себя, да, вот превышение, допустим, ну, в сравнении, да, рождения и смерти актовых записей, да, у нас идет из года в год, в принципе, превышение количества актовых записей по рождению по сравнению с смертью, да, и у нас это показатель в 17 улусах, в общем-то, такое, да, положение. Далее, значит, по заключению брака тоже у нас превышение количества разводов. Такое у нас отмечается в 11 улусах. Ну, мы еще как бы сравниваем вот, превышение этих двух показателей одновременно, да, и у нас в лидеры выходит, допустим, Нюрбинский улус. Вот. Мы считаем, что это очень хороший показатель. Ну и, соответственно, город Якутск. Ага, все мы это знаем, да? Ну вот вкратце у нас, в принципе, конечно, помимо того, что граждане видят вот нашу работу, да, вот помимо вот тех мероприятий, которые, в принципе, везде и всюду освещаются, у нас есть очень много законопроектной работы, да, мы которую ведем, да. Далее, значит, мы очень много сведений передаем войсковым частям, да, допустим, специальным органам, следственным органам, да, МВД по их запросам. Это более, значит, 10 тысяч, в принципе, запросов мы обрабатываем. Ну, извещения, соответственно, и так далее. Но это работа, которая, в принципе, на поверхности не лежит, но мы ее каждый день выполняем. Ну, вот так вот. В Якутии отмечается повышение рождаемости. Да? Вот как вообще вы отмечаете появление тысячных детей в республике? Вот по тысячным детям у нас, значит, было решение съезда женщин, да, 15-е, и решили все-таки вот такие моменты отмечать. Конечно, вот с начала года, в январе, допустим, тысячного ребенка мы не отмечаем, ну, как бы он перекидывается на февраль, и начиная вот с февраля, февраль, март, у нас вот рождение как бы тысячных мы отмечаем. И вот по полугодию мы отметили рождение 5000-го ребенка, допустим, да. И, ну, как бы география вот этих детей у нас широкая, допустим, да. Ребенок родился один в Татинском улусе, в Амгинском улусе,
помню, 4000-й ребенок родился в селе Намцы Верхневилюйского улуса, ну и, соответственно, там в городе Якутске и так далее. Ну, это очень, в принципе, символичное мероприятие для каждого муниципального органа. Это вот наш совместный проект с Министерством труда, социального развития, да, обязательно, вот, как сказала, муниципальные органы подключаются к этому делу, поздравляют наши семьи, да, ну и для самих семей это очень значимое событие. Ну, вот так вот. Ну, у нас практически вся республика имеет доступ к высокоскоростному интернету. Вот какие виды услуг можно получить вот, в виде электронных услуг? Да, вот мы вообще, все госорганы ориентированы на предоставление преимущественно электронных услуг. Ага, ну это уже как бы мы все по линии цифровизации пошли, да, мы уже все актовые записи сконвертировали еще в 2018 году, да, и в принципе наша программа, она уже федеральная, ну, раньше мы работали на региональной программе, и все востребованные услуги, они у нас через портал госуслуг предоставляются. И из года в год у нас вот эти услуги, что по доле, что по количеству, увеличиваются. Допустим, в прошлом году в 2 раза меньше было, чем по сравнению с этим годом, да, и вот 36% нынче мы уже по полугодию получили, допустим, по порталу госуслуг. На самом деле, конечно, подача заявления у нас через портал, да? Ага, там свои, ну, как бы, нюансы есть. Это, допустим, если рождение известно родители оба, да, подаются, установление отцовства уже только в органах ЗАГС делается, допустим, да. Ну, есть вот такие нюансы. По регистрации брака тоже, допустим, вот, в принципе, очень востребованная вот тоже услуга по регистрации брака, да. По расторжению брака там тоже есть момент такой, что при отсутствии несовершеннолетних детей, да, потом отсутствие все-таки вот этих имущественных всяких споров и так далее, да, при таких, значит, все это решается через суд, например, да. Получение повторных свидетелей, очень востребованная услуга, да, особенно в летний период, да, начинают там искать документы, теряют, бывает, да, ну и, соответственно, значит, по повторкам у нас вот через портал госуслуг. Ну, вообще мы как бы стараемся вот через портал госуслуг, чтобы к нам заявления поступали, да, через МФЦ у нас еще возможность, в принципе, реализована, но там как бы доля незначительная, допустим, если по порталу 36%, да, то по МФЦ у нас вот ежегодно как бы тенденция такая сохраняется, не более там, допустим, 9%. Ну, мы хотим, чтобы все-таки по МФЦ у нас доля увеличилась, да, ну и, соответственно, мы приняли закон по передаче полномочий по рождению, по смерти, чтобы МФЦ не только заявление, допустим, принимала, как сейчас, да, но и, значит, особенно у нас по северным улусам и так далее, чтобы они там сами регистрировали день в день. Допустим, вот сейчас услуга МФЦ, они заявление принимают, потом, значит, нам передают, соответственно, время теряется, а если, допустим, гражданин сам обращается в орган ЗАГС, эту же услугу, в принципе, может получить день в день. Вот есть такие нюансы. А вот в северных и арктических улусах как часто обращаются вот в виде электронных услуг? Ну вот действительно вот в северных у нас улусах это была проблема, допустим, да, вот в течение этих лет, когда мы на новую программу переходили, там со связью проблемы, со скоростью проблемы, там мы каждый раз, в общем-то, к нашим коллегам, да, обращались, Ростелеком и так далее. Но сейчас у нас ситуация значительно улучшилась, да, и, значит, по электронным услугам, вот я как бы вам сказала, в 2 раза, в общем-то, рост мы видим. Вот, поэтому, в принципе, неплохие у нас результаты. А вот что планирует ЗАГС, да, на второе полугодие текущего года?
Вот, ну, как бы я в начале выступления говорила, что кроме того, что вот мы регистрируем акты, это, конечно, это наша основная деятельность, совершаем юридически значимые действия, у нас есть еще, значит, законопроектная деятельность. Да? Вот в связи с тем, что мы приняли вот этот закон по передаче полномочий, мы в разработке сейчас, и уже скоро у нас выходит на согласование, ряд проектов постановления правительства по, значит, методике, да, вот как мы будем рассчитывать субвенции МФЦ при предоставлении, да, порядок вот какой у нас вот будет, да, допустим, взаиморасчетов с этими МФЦ, да, и далее, значит, у нас в работе очень интересный проект по, значит, регистрации заключения брака не только, вот, допустим, в спецучреждениях мы выезжаем, да, ну и, значит, предполагается изменение локации в таких исторических местах. Ну, вот. И, значит, соответственно, у нас традиционно вносится проект по прекращению полномочий ряда органов местного самоуправления в связи с тем, что, значит, у них меньшее количество регистрации актов гражданского состояния. Допустим, мы начали эту работу с 2022 года, и уже 77 поселений отказались от таких услуг, и, в принципе, в районном центре они безболезненно эти услуги как бы получают. Поэтому мы считаем, что, работы, кроме этого, очень много, да, планов достаточно, уже радужные итоги мы видим, допустим, по выполнению целевых показателей. А вот как часто вообще, да, оформляется свидетельство о рождении ребенка по якутским национальным обычаям? Как бы вот этот момент есть, регулярно к нам, значит, они обращаются, но доля, вот, допустим, по национальным обычаям оформления, традиционно не превышает 1%, например, от всех рождений, да. Очень много, значит, якутских имен дают детям, да, что мальчикам, девочкам, да, пишется там у нас на обороте на якутской стороне Кыгаула, вот это вот мы как бы соблюдаем. Есть нюансы там из-за того, что как бы применяется русский алфавит, там не совсем по-якутски, допустим, буква Х пишется по-русски С. Есть нюансы, конечно, а так вот регулярно вот мы, в общем-то, регистрируем. Что ж, наше время подходит к концу. Вера Револьевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Мы видим, что ЗАГС работает, развивается, и очень удобно, когда услуги становятся доступны в электронном виде. Я думаю, что якутяне все чаще будут пользоваться услугами ЗАГС именно в электронном виде. Большое спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.